Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Guten Abend. Приветствую всех. Шалом. Арийцидеон. Сегодня у нас 17 сентября 2025 года, 18 часов 2 минуты по Берлину и 19 часов 2 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Бессильная Россия. Война проиграна. Ставка на раскол Украины и опорочить в мире». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуров. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, друзья. Так, что еще? Что еще, как обычно, что мы говорили. Сводку с фронтов показывать не буду, она стандартная. Украинцы бьются. Украинцы уже так подноровились, да, научились отбивать атаки фашистов, что это уже стало рутиной. Конечно, война, смерть, это все ужас. Но в любом случае, вот как раз смотрю кадры, где отбиваются от дронов. Война идет, война страшная, война кровавая и, по всей видимости, еще будет продолжаться. Мы раньше об этом говорили, но вот еще новость одна. Россия выходит из Европейской конвенции против пыток. Депутаты Госдумы РФ приняли закон о денонсации, односторонний отказ от выхода из международного договора, Европейской конвенции по предупреждению пыток единогласно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал этот шаг недружественными решениями по отношению к России со стороны Совета Европы. То есть за то, что Совет Европы к ним недружественен, они будут пытать своих граждан. Логика железная. И я надеюсь, те депутаты, которые проголосовали и кто был инициатором вот этого законопроекта, то есть вот этой денонсации, я надеюсь, они первые попадут под свой же законопроект. Законопроект о денонсации конвенции ранее внесен в Госдуму, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россию фактически изолировали от работы ЕКПП, Европейская конвенция по предупреждению пыток, после истечения мандата российского представителя в декабре 2023 года. Ну, короче говоря, пытки наше все, короче говоря. Вот она. Потом кто-то говорит, это не фашистская Россия. Да нет, она нормальная, там, и так далее, и так далее. Ничего подобного. Ничего подобного. Такая вот ситуация. Ну, еще тоже хорошая новость, друзья, которую вам нужно обязательно поведать. И почему-то Deutsche Welle на русском языке очень много уделяют внимания вот этой теме. Сейчас найду только эту тему. Главный вопрос недели. Отменят ли страны ЕС шенгенские визы для граждан России? Среди европейцев есть сторонники такого шага. Они говорят, как это так? Санкции введены, а богатые россияне продолжают мотаться туда-сюда.
отовариваться в дорогущих бутиках Парижа и Милана и расслабляются на Лазурном берегу. Будет ли положен этому конец? И очень много говорят на эту тему на Deutsche Welle. Корреспондентка в Брюсселе Ксения Польская об этом очень много говорит. Пригласили Дмитрия Потапенко, знаете такого, который вроде бы критикует российскую власть, да, и спокойно проживает там. Также Анастасия Буракова об этом много говорит. Ну и, как обычно, Владимир Есипов. Это тоже журналист из парламентский корреспондент Deutsche Welle. Вот такие вот дела, друзья. И еще вам новость. Вообще, знаете, мир сейчас закручивается в такую какую-то непонятную ситуацию про соблюдение прав человека, про демократию, международное право. Уже это считается как-то, ну, как бы плохим тоном говорить. Раньше это считалось, что какой-то только там Путин об этом может говорить, и это Путин плохой, там, а Северная Корея плохая, там, и так далее. А теперь вот уже все уже начинают пренебрегать международным правом. Короче, мы погружаемся в хаос. В большое такое кровавое месиво мы погружаемся. И на наших глазах это происходит. И все это связано не просто там, желанием там, какой-то одной страны. Каждая страна пытается себя защитить, свои интересы, где-то извлечь выгоду. И вот какой-то бардак полный. Российская Федерация массированно атаковала железную дорогу в Украине. Российская атака на инфраструктуру компании Укрзалізниця в ночь на 17 сентября привела к отключению электроэнергии и задержкам поездов Днепропетровского и Одесского направления, сообщил глава предприятия Андрей Перцовский. Часть рейсов следует по измененным маршрутам, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения, отметили в компании. О ночных атаках армии РФ на критически важные объекты инфраструктуры также сообщили власти Черкасской и Кировоградской областей. Часть Кировоградской области остались без электричества. Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в целенаправленной дестабилизации Европы. Путин давно проверяет границы дозволенного. Он саботирует, шпионит, убивает, пытается посеять неопределенность. Россия хочет дестабилизировать наше общество, заявил Мерц в ходе генеральных дебатов в Бундестаге. По мнению главы германского правительства, капитуляция Украины перед РФ неприемлема, так как она только подтолкнет Москву к поиску следующей цели. На фото этого Фридрих Мерц подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности Германии и анонсировал проведение в стране осенью фундаментальных реформ. Германия снова формирует Европу и больше не будет сдерживаться. Мы должны быть готовы защитить себя, чтобы нам не пришлось этого делать, подчеркнул канцлер. Мы должны быть готовы защитить себя, чтобы нам не пришлось этого делать. То есть быть готовыми защитить, чтобы враг увидел и не напал. Короче, ситуация усугубляется с каждым днем. А в Литве тем временем детей обучают управлению БПЛА. Первая из 9 школ, в которой дети от 10 лет и взрослые могут научиться управлять дронами разной модификации, открылась при поддержке Минобороны Литвы в городе Таураге, в 20 километрах от Калининградской области. В программу обучения также входят занятия по сборке и программированию БПЛА.
Замминистра обороны Литвы Томаш Годляускас связал открытие подобных мероприятий, заведений, точнее, с наращиванием оборонного потенциала страны. Литва к этому относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Белоруссией, цитирует Годляускаса агентство Reuters. Ранее Польша, которая, как и страны Балтии, граничит с РФ и Белоруссией, добавила в школьную программу обязательное обучение стрельбе. Учащиеся от 14 лет в рамках предмета «Безопасность» уже осваивают навыки стрельбы по мишеням, включая сборку и разборку оружия. Вот такая вот загогулина получается. Так, что у нас по комментариям, друзья? Алейк салам, Россия это зло, дейрейс, масанхель, тишина. Масанхель, алейк салам. Так, Чурка говорит, иди баранов паси, говорит, Василий. Вася, так вы тролли и есть бараны, и у меня тут пасетесь, вам за это деньги платят. Вы мне спасибо должны сказать. Вот я пасу тебя. Дед был на стороне вермахта, как большинство правильных чеченцев, говорит Страус 899. Нет, к сожалению, мой дед был на стороне Красной Армии, к сожалению. Получил ранение, был тяжело ранен, был в разведке, связистом был. Знаешь, что такое связист? В то время, знаешь? Связист это когда у тебя на спине вот эта катушка, и с ней бежишь, и она где-то обрывается. А что делали немцы тогда? Они находили вот эту связь, вот этот провод, обрубали его, и снайпер садился. И когда связист подходил, нужно было найти по этому проводу, пойти обратно, найти оборвавшееся место и связать их. И вот там валили всех подряд. Вот так сидели. Вот на какой, ну, вы же командные должности чеченцам не давали. Знаешь, хорошо, что ты задал этот вопрос, на самом деле. И мой дедушка ранение получил, на войну всех забирали тогда. Мой дедушка был с 2 высшими образованиями, такой образованный человек был. И несмотря на это, не был в офицерах там, и так далее. По крайней мере, в начале не был. И когда он находился в госпитале раненый, его семью, его родственников, его женщин, детей, там, мам, теть, сестер, стариков, вы, НКВДшники, КГБшники, отправили их умирать в самое холодное время, в самую холодную часть. Под видом депортации. Якобы мы помогали немцам. Когда немцев даже не было на нашей территории, на чечено-ингушской территории. Моздок они там подошли, стояли. Ну, это наша территория была тогда. Уже возвращаться после этого уже некому было. 70% нас погибло от холода и голода. Все мужчины были на фронте. Практически все, да, были там, кто больной, кто там инвалид, кто там дезертировал. Но по большей части, как и везде, в любых регионах были. И дезертиры были, и все такое было. Я сожалею, что вообще кто-то пошел на эту войну, понимаешь? Чеченцы не должны за вас воевать. Вы подобие сатаны, вы подобие зла абсолютного. Мы за вас воевать не должны, мы вам ничего не должны. Так вот, мой дедушка находился раненый в госпитале. А его, знаешь, как оставили? Не его там, других оставляли. Его отправили, ну, уже раненого к себе туда. Давай возвращайся. Он сказал, как, куда, в Чечню? Нет, не в Чечню. Твой новый адрес не дом и не улица. Твой новый адрес Советский Союз. Давай Казахстан, Кустанайскую область давай вали. А Чечню тебе не положено. Ну и что ты раненый, инвалид, там хромаешь на ногу. Ну и что ты там, коммунист, там, предан там, Советскому Союзу. Плевали мы на тебя, потому что ты враг народа. А сделали вы это в 1944 году, когда уже все немецкие войска отступили, уже в Европе бои шли. Понимаешь? В Европе.
Хорошо, что ты задал этот вопрос, это очень важно. А то вы тут такие умные все заходите, рассказываете. Ты про Власовскую армию расскажи. Кстати говоря, Власов, между прочим, русских людей спасал, в отличие от вашего Сталина и КГБ, который их уничтожал. «23 февраля уже находился фронт, советские войска вели наступление, уже блокада Ленинграда снята, после снятия блокады в январе 1944 года, то есть уже снята, так условно говоря, немцы отступили. Наступали, советские войска вели наступление в рамках Ленинградско-Новгородской операции, вытесняя немецкую группу армии «Север» и границам Прибалтики, страна Балтии. Центральный участок. Линия фронта проходила восточнее Витебска, Орши, Могилева и Гомеля. Немецкая группа армии «Центр» удерживала сильные оборонительные позиции. Советские войска готовились к будущим наступлениям, но активных операций на этом направлении в феврале 1944 не велось. Ну, здесь просто конкретно, вот я тут задал вопрос, где это все находилось. В целом, с 23 февраля Красная Армия вела успешное наступление на юге, освобождая Украину, закрепляя успехи на севере после снятия блокады Ленинграда. Линия фронта была динамичной, с активным продвижением советских войск на юго-западе и стабилизацией на центральном направлении. То есть, когда произошла Ялтинская встреча, потом Тегеранская встреча, уже немцы уже не могли оказывать сопротивление, они не могли наступать. Это только вот Восточный фронт, да, Восточный театр боевых действий. Был еще там, мы знаем, и Великобритания поджимала, США вступили в войну. Короче говоря, все там было как бы уже предрешено. И было понятно, что немцам деваться некуда, придется отступать потихонечку. И в это время вероломно, подло всех, кто находился, чеченцев, на фронте, либо отправляли отправляли в мясные штурмы, как вы сейчас в Украине их отправляете, либо кому повезло, где-то раненый оказался, в госпитале оказался, еще как-то, отправляли туда, в Казахстан, к своим родственникам. Когда вы нас туда выселяли, во-первых, ни разу ни одного немца, ну, может быть, там десант какой-то сбрасывали, еще чего-то, но чтобы немецкие войска бомбили Грозный, бомбили Моздок, бомбили Северный Кавказ, уничтожались там нефтескважины, нефтехранилища. Но на территории у нас не было. Это в самом начале, 41-42 год. Да? А в 44 году, как ты видишь, уже все в Европе, все боевые действия идут уже в европейской части России. И в это время вероломно, подло, обманом, сказав, что 23 февраля мы будем отмечать День Победы, День Красной Армии там, и так далее, и так далее. Победы еще не было, Красной Армии 23 февраля. В каждый дом подселили по 2 солдата и офицера. И каждый чеченец, каждая чеченская женщина, мать, семья считались за честью взять их к себе, накормить их там, все необходимое дать, потому что их сыновья, мужья находились на фронте, как родным. Чеченское гостеприимство нужно знать просто, как мы относимся, как мы уважаем своих гостей. А этих мы вообще чуть ли не как родных так держали у себя. И находились, всех переписывали, все имущество переписывали. Ничего не предупреждали, хотя были утечки, слухи ходили уже. И кто верил, успевал там курицу зарезать, там барашка, там мясо что-то взять с собой, еду. Отбирали все, расстреливали на месте, топили казино Ам, Галанчуаж, везде топили, в озерах топили людей, просто расстреливали в затылок пулю и в озера, да. Галанчожское озеро у нас там, по-моему, Галанчожское называется. Там до сих пор, с тех пор люди не пьют оттуда воду.
Там был лед, делали проруби, и туда людей тысячами туда просто. В одном Хайбахе, откуда я родом, Хайбах, я горная наша часть территории, где горное население Хайбах находится. Нашхолам это называется, Нашхлам, гора Нашхо. На этой горе был колхоз имени Ленина или Сталина, не знаю. Туда согнали женщин, детей и стариков, обложили сеном и сожгли 750 человек заживо. Заживо. Кто вырывался, расстреливали пулеметами. Наши там одни знакомые, один из уцелевшихся, который там в дрова в лес ходил, на другом холме сидел и видел, как солдаты, НКВДшники там руководил этим все. Гвишиани. Гвишиани руководил, полковник или подполковник Гвишиани. Это НКВД все делало. И это было только вот на этом участке. По всей республике. Все горело, все уничтожалось, все сжигалось. О чем ты мне можешь сказать, скажи мне? Что ты мне можешь вообще сказать? Где был мой дед, где мой не был дед? Плохо, что мой дед был там. Плохо, что другие чеченцы были. Хотя у него выбора не было. Как сейчас в Украину вы их отправляете. О чем ты можешь вообще сказать под забором в собственной луже лежащей? О чем ты мне можешь сказать? Что ты предъявить хочешь мне? А? Более верных, чем чеченцы, у вас никогда не было в этой армии. Один Дудаев, другие чеченцы, сколько в эту армию вашу сделали, вложили. Скоты неблагодарные. Просто очень жаль, что мой дед или другие, кто там были, все воевали. Очень-очень жаль. Так, давайте дальше. БПЛА дроны у нас тоже начали в школах учат. Ага, в Казахстане. Шалом, Иркин, шалом. Всем добрый вечер. Мишля, добрый вечер, дорогой. Приветствую тебя. Так. Вот троллятину сегодня нагнали. Что такое? Что у вас YouTube исправил, да? Сейчас смотрите, сразу подписчики начали у нас больше сегодня, да? Больше 100 не поднималось. Последнюю неделю они, да. Салам всем свободным людям, салам Асан. Асан, как думаешь, Алла Борисовна очень тепло и хорошо говорила про Дудая, извинилась перед Аллой Дудаевой. Вопрос, как ты думаешь, что ее побудило? Салам, шалом, дорогой Эд. Я не знаю, что ее побудило. Я думал над этим, Эд. Я думал и не знаю. Я знаю, что думаю. Ну, если, конечно, знаешь, российские евреи, это как будто как кадыровцы, которые вроде бы, у них все офицеры там, да, они на публику там антисемитизм у них не приветствуется, но внутри ты должен быть строго против евреев, там, против чеченцев и против американцев. Это вот железное у них такое. И, ну, и как чеченцы, кадыровцы, что же знают, что есть чеченофобия, и все равно они там находятся. Они бабки зарабатывают, ну, короче говоря, кормятся, да, за счет наших интересов, продавая свой чеченский народ. Точно так же те евреи, которые там живут, они тоже, ну, не про Аллу Пугачеву я говорю, а вообще, в принципе, мне так кажется. И сейчас почему она это сделала? Может быть, все-таки в ней ее еврейское что-то осталось, и после того, как вот этот, ну, открытый геноцид произошел 7 октября 23 года, наверное, вот последняя капля у кого там была, или они душой, сердцем были за свой Израиль, за свой еврейский народ, может быть, они решили, что, ну, настало время. Вот один Сатановский, я помню,
осмелился тогда прямо что-то сказать. А другие, как бы, которые, ну, они, не знаю, может, и не евреи, некоторые же притворяются. Тут, например, немцами притворяются многие, и евреями тут притворяются. Может быть, это ее побудило сказать правду, которую она же говорит, что вот я, типа, тогда не смогла, там, ну, там, совесть свою почистить. Не знаю это, я не знаю. Может, какая-то своя, скажем так, корыстная цель может быть. Это тоже не исключено. Может, она хочет каким-то образом реабилитироваться в глазах и чеченцев, и своей совести, и своих детей, внуков. Над нами же геноцид совершен. Самый настоящий геноцид совершен. Тот самый, как в 1944-м и последующие годы над нами они совершали. Точно так же на глазах всего мира, абсолютно попустительски, Россия совершала геноцид. Но и раз мир всего лишь наблюдал, россияне в этом практически все участвовали. Кто-то легитимизировал, кто-то оправдывал, кто-то сам непосредственно пытал, кто-то зарабатывал. И, к сожалению, ну такая вот история. Не знаю, почему, что ее побудило, не знаю. Но мне понравилось то, что она так сказала. Спасибо ей, спасибо. Путин там Беларусь как у себя дома, даже без Лукашенко. Походу сомнения у него насчет друга Лукашенко. Да, кстати, Иркин, мне кажется, знаешь, Лукашенко уже, его, может, задвинули уже вообще. Может, его уже задвинули. Слава Ичкерия, российско-фашистским оккупантам не слава. Александр Яковенко. Героям слава, слава Украине, Александр. Украина, вы сделаны из стали, вы из титана сделаны. Помните, киборги, да, были в Донецком аэропорту? Вот ваша вся нация киборги и из титана. Вы лучшие. Дай вам Бог сил, дай вам мужества, храбрости, стойкости. Россия ничего не может против вас сделать. Ничего. От стопроцентно она не справляется. Честное слово, она бы ни одного не оставила бы в живых. Не только тот, кто стрелял в них. Ваших женщин, детей она не оставила бы в живых. Она бы ваших детей, как сейчас она над чеченцами делает, тот, кто воевал, например, чей-то брат воевал, там, дядя воевал, они этих детей убивали. Убивали детей, с их документами отправляли своих боевиков в Сирию под видом там ИГИЛ, МИГИЛ и так далее. Просто их вот эти люди неблагонадежные, так называемые, да, у него папа, дядя, кто-то там воевал, и такие. Ни одного они вас не оставили. Они, когда начинали войну, Путин прямо сказал, денацификация, то есть всего украинского лишить, украинства лишить, русифицировать, то есть, это геноцид, самый настоящий. На весь мир, ООН, МООН, все кричат на весь мир, там, везде, там, в Палестине, геноцид, там, сектор Газа и так далее. Геноцид прямо Путин сказал. Эти хамасовцы тоже прямо, правда, сказали. Тоже разницы особой между нет. Они союзники, между прочим. Но никто не говорит про убитых 25 стариков за пенсиями, которые сейчас стояли. Как будто не было этого случая. Зато везде трубят только Израиль, 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 Израиль. А про Россию никто не вспоминает. Вот такая вот тема. Да. И этого именно добивались 7 октября. Путин и Россия, ФСБ добивались 7 октября, чтобы отвлечь внимание от Украины. Дайте мне ее додушить, разорвать, выпить кровь. Вот что требовал Путин. Вот чего он добивался. И вот в итоге фактически вот, ну, хорошо есть Европа. Трамп переключился сейчас, хотя Америка помогает, и слава богу. Но у Америки свои интересы, у Трампа свои интересы, и они вот движутся. Но
Украину не оставляет. И все зависит от вашей стойкости, украинцы. Стоите, значит, никто в этом мире не сможет вас поколебать. Весь мир соберется против вас, он не сможет вас поколебать. А это, они вот сажают этих бедолаг, короче, посылают на мясные штурмы, их просто как мясо уничтожают. Просто каждый день, каждый божий день. Но пропаганда, конечно, сильная штука оказалась, очень сильная. Сильная. Никто не может. Вы стоите, украинцы, на защите Европы, на защите НАТО стоите. Вот только что я мерца читал. Если Украина падет, капитулирует, сдастся, это будет просто катастрофа для Украины. Это геноцид Украины. Я просто ответственно это заявляю. Это то же самое, что было с чеченцами. То же самое. Все ваши дети будут им служить. Знаете, как это делается? Убивают отца. Вот я рассказывал, что они берут и там убивают их с документами и отправляют. Они устраивают террор в семье, и какой-то родственник, это вообще такая хитрость используется. И для чего делается? Чтобы отец, который воевал, или дядя, который воевал, погиб, да, он отдал самое ценное, что у человека есть. За свободу своего народа, своей семьи он отдал свою жизнь. И это нужно нам ценить. Нету ни одной нации, ни одного народа, ни одного государства в мире, которое не построено на жизнях и вот этих жертвах вот этих людей. Добровольно вышли на смерть и отдали свои жизни. И эту историю, всю тысячелетнюю историю, так сложилось просто, да, так, мы такие человеки. И эти люди в каждой стране вызывают восхищение. Это, достояние нации, вот эти люди, их жертвенность, их ранения и так далее. Так вот, они берут сына этого человека, чтобы он не был героем, чтобы он в истории у этого народа, это имперский такой хитрый такой ход, вероломный такой циничный ход, берут этого сына, какой-то родственник приходит, сперва терроризирует эту семью. После оккупации, я говорю, вам это не грозит, но на территории оккупированных это тоже происходит у вас. У нас это так происходило. Сперва эту семью терроризируют. Террор, не убивают просто терроризируют. Там, запугивают, допрашивают, избивают, деньги вымогают. Просто своих собак натравливают. И потом подсылается свой агентик. Это может быть родственник, друг папы, который перешел на сторону врага, там еще кем-то, кто-то как-то, сосед какой-нибудь. И начинает там маму, бабушку, там, дедушку уговаривать. Ну вы что хотите, чтобы мы его уже не вернем, тот-то умер. Мы же его не можем теперь вернуть. Это то, что чеченцам они говорили. Давайте хоть одного просто отдадим. Ничего делать не надо. Я могу замолвить. Никакой воевать не надо. Ничего. Просто он будет там числиться. Зарплату будет получать. Просто он будет числиться. И вас трогать перестанут. И вот семейный совет садится. В основном женщины. Да, мужчины все погибшие. И дети. Женщины там, старики садятся. Давайте одного тогда отдадим туда. Все, фактически шаг предательства они делают, памяти того погибшего. Но они спасти себя хотят, не себя, а своих оставшихся детей. Понимаете? Сейчас ему 18 лет исполнится, мы его уничтожим. Те приходят, избивают, забирают в отдел, пытают. Говорят, сейчас ему 18 лет исполнится, мы его, там сгнобим, убьем, там повесим туда, в армию, на войну отправим, еще что-то. И вот они уже в таком состоянии находятся и отдают одного своего ребеночка, иди, туда. Ничего делать не надо, ты просто тебя записывают, ты там сидишь. Они, знаете, еще что делают? Они на дверь, на шлагбаум могут поставить, чтобы все видели. Вот сын вот этого воина, который погиб, он на шлагбауме стоит. И таким образом, таким подлым, таким вероломным способом они вот эту нацию перемалывают. Не просто убивают. Это просто не передать, насколько они вероломны и подлы. Понимаете? Это просто очень-очень... Но вы не сдадитесь. И мы не сдались, и вы не сдадитесь. Я знаю, нам грош цена, если мы сдаемся. Вот здесь не нужно сдаваться. Да, как говорил Джохар Дудаев,
Если у вас нет сил победить, то пусть у вас хватит духа не покориться, не смириться. Вот так нужно относиться к этому. И своих детей ни в оккупации, нигде, ни в коем случае нельзя. А так бы они ни одного украинца не оставили бы. Ни одного. Русификацию сделали бы над всеми. Жестоко сделали бы эту русификацию. Какая-то шизофреническая, маниакальная какая-то там тяга к убийству, пыткам, унижению. Есть опущенные, когда хотят вас тоже опустить до своего рабского уровня. Ичкерия будет свободной. Дай Бог, дай Алла. Дай Алла. Да, такое было так же, как были ГУЛАГи, Голодомор и прочие преступления Сталина. Кучу русских также пострадали. Но worker monkey, во-первых, Сталин это делал не сам. Это делало НКВД, руководило этим всем процессом. Во-вторых, мы, например, чеченцы, выражаем недовольство этим. Мы высказываем вашему ФСБ, наследницу этого НКВД, и вашему Сталину позор, тройной позор. Украинцы высказывают, мы боремся за свободу, не хотим жить опять под пятой вот этого вашего ФСБ, вот этого учреждения. Украинцы не хотят. Так почему вы, русские, хотите тогда жить? Значит, вы предатели памяти убитых ваших русских людей. Они убили, миллионы русских они сгнобили. Это правда? Я об этом говорю постоянно. Так вы, предатели, получается, своих предков, сгноенных в тюрьмах, расстрелянных, репрессированных, униженных, оскорбленных, обездоленных, вы их предаете. Почему у вас русских не хватает? Вас больше всего они уничтожили. В процентном отношении они нас уничтожили больше, но вас больше и миллионы вас убили. Так почему вы, русские, простили это? Почему? Вы сломались? Вы согласны с этим? Так что вы сделали для того, чтобы больше это не повторялось? Может, вы достали эти тела убитых или их имена увековечили? Вы же недавно вот посадили Дмитриева, по-моему, который занимался расследованиями вот этих разных НКВДшных расстрелов и так далее. Или убили, забили его, избили и убили. Он умер, по-моему. Сколько таких Дмитриевых было? Так, что вы хотите, если вас так же убивали, как нас? Нам, значит, как вы, согласиться, выйти на пенек, закурить папироску, выпить винца, вермута и сидеть ногу на ногу, и сидеть и говорить, да, плохая у нас власть. Нет, мы скажем, извините, мы не хотим, чтобы эта власть нами управляла, чтобы эти люди, гордящиеся, ставящие памятник Дзержинскому, Сталину, эти люди, чтобы нами снова управляли. Мы отказываемся от этого. Вот в чем проблема. Салам алейкум, Асан. Хила Дел Рез. Я недавно посмотрел видео, где Ассамбек говорит о людей, которые охраняли имущество, пока те были высадки. Это правда? Валейк салам, шалом, Денджел, USA. Асламбек Аслаханов является предателем чеченского народа. Я просто тебе это скажу. А то, что мы это говорили, то, что это правда, и мы об этом говорили много раз. Я говорил, Джахар Дудаев говорил, Аяд Идигов говорил, многие нормальные чеченцы говорили. Асламбек Аслаханов, несмотря на то, что его депортировали, и его имущество охраняли евреи, перешел на сторону русских и помогал снова уничтожать чеченский народ. Просто он решил больше не быть среди уничтожаемых, а быть среди тех, кто уничтожает. Как только вот как те русские, которые, сейчас я о которых говорил, которые удивляются, всех же Сталин убивал.
Ну, конечно, всех, теперь мы согласимся. Да, это правда. Ичкерия будет свободна обязательно. Рок Савелий, спасибо за лайки. Всем, друзья, спасибо за лайки. Так. Троллятину сегодня напустили они нам. Вот у нас поэтому много... Давайте я не слишком тут много раскудахтались. Мы их немножко ограничим. То надоело это. И так хорошо без вас было, да? Я уже отвык от вас, да? Как твой Амир, это Трамп Америка, говорит. Трамп не мой Амир, Трамп президент Соединенных Штатов Америки и не мой президент, а Соединенных Штатов. Я гражданин Германии. Привет, воевал ли кто это еще из кавказского народа за независимость 90-х? Не знаю, Мазур, наверное, Google в помощь, посмотри, кто там воевал. Мы отвлекали, нам помогали представители разных народов, многих народов. Немного, к сожалению, но почти все народы принимали участие, и не только мусульманские, и осетины были, и грузины были, и все были, и русские были, наши грозненские, чеченские. Да, уже третий флаг появился. Да, появился и будет висеть там. Витаю, Бавонетка. Мир готовится к большой войне. Да, Мишлях, к большому сожалению, и мне кажется, это ничем нельзя остановить. Уже ничего нельзя сделать. Что бы мы ни говорили, как бы ни делали, уже процесс запущен. И вот отвлечение внимания от Украины, чтобы Россия могла ее додушить, допить ее кровь, отвлекается внимание. Большому сожалению. И все повторяется, как 11 сентября 2001 года, как бостонский теракт 2013 года. Все идет по тому же сценарию, большому сожалению. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, что у нас в ТикТок? Ингуши, говорит Имран. Ты говоришь по поводу воевали или нет? Конечно, воевали ингуши.
Где сионистский флаг? Если вам так, вы так беспокоитесь за него, купите себе флаг. Что вы мне постоянно говорите? Бедолаги. Такс. Украину в начале полномасштабного вторжения России спасли болгарские боеприпасы, артиллерийские снаряды советского образца. София долгое время держала эти поставки в тайне, опасаясь диверсии со стороны России. Тогда украинская армия смогла в кратчайшие сроки пустить в ход переданные ей старые советские вооружения. Теперь Болгария будет выпускать оружие для Украины. София переводит свою военную промышленность на производство боеприпасов НАТО. В конце августа германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что построит в Болгарии новый завод по выпуску боеприпасов на 1 миллиард евро. Поставки в Украину будут оплачены Евросоюзом. На мой взгляд, инвестиции Rheinmetall являются признанием возможностей и качества наших предприятий по выпуску боеприпасов, говорит в беседе с Deutsche Welle болгарский эксперт по вопросам безопасности Велизар Шаламанов. По его словам, этот проект стал решающим изменением военной промышленности страны. Как ожидается, заводы по выпуску боеприпасов в Болгарии будут играть одну из ключевых ролей в вооружении Украины, а процесс поставки туда вооружения, по словам Шаламанова, в будущем станет проще. Особенно с учетом логистики Rheinmetall было бы гораздо проще идти напрямую через Румынию. И даже, почему бы и нет, через западную часть Черного моря, которая, по крайней мере, находится под защитой, как наши территориальные воды. ЕС намерены ужесточить санкции против РФ после телефонных переговоров с Трампом, пишет немецкое деловое издание Handelsblatt. По его данным, отложенная ранее публикация 19-го пакета европейских санкций состоится предположительно 19 сентября. В Брюсселе стремятся быстрее полностью прекратить закупки газа и нефти у РФ. Еврокомиссия намерена прекратить импорт российских энергоносителей не к концу, а уже к середине 2027 года, уточняет Handelsblatt. Кроме того, ЕС намерен увеличить давление на Индию и Китай, продолжающих покупать большое количество российского сырья, для чего готовить штрафные санкции против нефтеперерабатывающих заводов этих стран. США и Евросоюз хотят совместно усилить экономическое давление на Россию, заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Дональдом Трампом, состоявшегося на прошедших выходных. По словам фон дер Ляйен, 19-й пакет санкций затронут криптовалюты, банковские и энергосектора РФ. Вот так вот. На самом деле, каждый в этой войне долгое время пытается извлечь свою выгоду. Я понимаю, что да, нужно, и газ нужен, и нефть нужна, и все взаимосвязано в этом мире. Я все прекрасно понимаю. Но украинцы жизнями платят, кровью истекают. И что, вот сейчас они капитулируют, тогда что делать? Вот просто сдаются, все, мы не будем больше воевать. Все, вся эта орда пойдет дальше, сразу же, не останавливаясь. Это какой у них будет подъем духовный, какой у них будет и новые рекруты будут. Те же украинцы их будут забирать в армию, как они это делают с чеченцами, которых они забирают. Поэтому всем нужно прекращать. И правильно Трамп говорит, абсолютно правильно. Я наложу санкции, если вы перестанете закупать. А закупают до сих пор. Полностью нужно прервать. Сейчас разговор вот про визы, то, что в начале, что туристические визы давать, не давать россиянам, чтобы приезжать. Да как им давать визы? Вы что, вообще даже обсуждать это? Почему мы это даже обсуждаем сегодня? Это уже давным-давно решенный вопрос должен быть. Да, гуманитарный, там, беженец какой-нибудь, там, по болезни, может, вот это можно оставить.
А все остальные какие-то туристические визы, другие, третьи, их всех нужно как можно быстрее прикрыть. Причем даже эти гуманитарные нужно строго-настрого проверять. Более того, всех русскоговорящих, как русскоговорящий, находящийся в Европе, говорящий на русском языке человек, я ответственно заявляю, всех русскоговорящих нужно взять под наблюдение. Всех до единого. Понимаете? Это очень-очень все серьезно. Они здесь собираются устроить теракт. И первая цель это Германия. Первая их цель это Германия. Понимаете? Потому что Германия и Франция это два главных таких мотора. Да? Германия самый лакомый кусок для России, потому что ГДР, они претендуют на ГДР. И это нужно в обязательном порядке пресекать это, понимаете? Здесь пресекать нужно. Всех, кто там начинает говорить, нужно там с Путиным какие-то дела иметь, что с Россией нужны какие-то отношения. Все, эти люди автоматически должны под подозрение попадать. Это что это такое? Это русскомировцы здесь, нам их не хватало. Это просто невероятно. Как это так? Что это такое? Маш Ворс, Дели Саламаш, Шарани, Хобуль, Маш. Так, что у нас, Савелий? Здесь у нас комментарии не вижу никаких, друзья. Тиктоковцы. Как белорусские партизаны молчат-то. Я думаю, Савелий, от этих лайков ничего особо не меняется, мне кажется. Вот прошлый стрим ты 25 тысяч, по-моему, да, сделал эти лайков. Людей не прибавилось. Это, наверное, нужно, чтобы каждый делал, не один человек там делал, а вот все, если нажимают, тогда, наверное, это рекомендуется. Думаю, так. Мир готовится к разделу России. Огромная нищая страна с природными ресурсами, которая не дает жить своим соседям. Но может быть, Максим, и так. И Китай собирается свою часть забрать там и так далее. Но знаешь, мир еще готовится очень большой войне, возможно, с Ираном. С Ираном. И Израиль, который сейчас ввел войска в сектор Газа, и там сейчас идут боевые действия, и они могут какое-то время продлиться, особенно если будут подпитывать с той стороны. Это может продлиться. Потом гуманитарная катастрофа. Она и так там была отвратительная. И сейчас это будет еще ужас, что там сейчас будет. И это может потом перерасти в какую-то межконфессиональную войну, межрелигиозную войну. И я вижу, что уже многие этого хотели бы, говорят на эти темы, что вот там нужно там туда-сюда. И надеюсь, что мы избежим этого, но большие у меня сомнения по этому поводу. Европа просто боится взять на себя политическую ответственность. Ну, как сказать, например, Мерц уже прямо говорит, и знаешь, и немцы начали меняться. Немцы начали очень серьезно относиться, поняли, что вот у них теперь лидерство, Мерц говорит как лидер, и они начали вооружаться. У Германии не было наступательной армии, только оборонительная, и то ограниченная была. Сейчас начал большой набор идет в армию, идет людей. Ну, короче говоря, все меняется, все очень сильно меняется. Все очень сильно меняется. Поэтому я думаю, и немцы, я думаю, немножко соскучились по лидерству, такому прямому, мощному военному лидерству. И я думаю, такая сейчас эпоха, такое время, что Германия сейчас будет очень сильно, она вооружается, будет еще сильнее вооружаться. Посмотрим. Почему ты поддерживаешь Азербайджан?
Потому что азербайджанцы мои братья, и шииты, и сунниты, и все остальные, кто там живет, все граждане Азербайджана мои братья. Понимаешь? Вот поэтому я поддерживаю. Вне зависимости их религии, их национальности. Достаточный ответ? А сам Україна вас повністю підтримає. Слава Україночке. Героям слава, Владимир. Спасибо вам большое. А почему не понимали в 90-х, когда русские убивали людей в Чечении? Мишля, хороший вопрос. На миллион, так сказать. А знаете, почему не поменяли? Посмотрите, вот, Мишлях, вот мы, чеченцы, вот я лично, уже который год кричу, я 10 лет уже сюда, в Германию приехал, и кричу о том, что они следующие, потом будет, вплоть до ГДР будет. Год назад, вот полгода назад, вот с Мерцем, хотя, не, конечно, не с Мерцем, и еще при Шольце, и еще даже при Меркеле, уже такое движение, брожение пошло. Но война началась против Украины широкомасштабная в начале 22 года. Сегодня конец 25-го. Представь, Украина 40-миллионная страна, европейская, прям граничащая с Евросоюзом государство. Мы там на юге Европы находились и не граничили, да, граничили только с Грузией, остальное Россия, не граничили с Евросоюзом. И маленькое, ну что мы можем дать, да, что у нас есть в Европе дать, предложить. Не полезно ископаемых, ни Америки мы не могли, хотя у нас горы, вся таблица Менделеева, по идее. Но Россия давала больше, у России было больше. И все надеялись, что как-то все решится, что вот там быстро чеченов там перемочат, всех там загеноцидят и все успокоится. Вот сейчас как Украину. Но Украина сейчас, вот посмотрите, страна огромная, на наших глазах происходит просто уничтожение нации идет, бомбежки, убийства, мирное население уничтожается. Все это мы видим на наших глазах, мы в прямом эфире фактически это видим. И все равно кто-то с Путиным ездит там целуется, кто-то газ продает, до сих пор газ покупают. Да оставьте вы без газа, дрова, уголь, я не знаю, померзнуть в конце концов можно. Можно машины перестать на год не выпускать их. Там же людей убивают. Вот такая вот эта сущность человека. Вот я не знаю, как в политике. Пришел на 4 года, побыл, ему срок просидеть бы, ему продержаться, популистские лозунги покидать там. Кто закупает у русских газ, например, в основном считается сейчас? Это Словакия и Венгрия. Понимаете? Вот они с ними, с Путиным заигрывают. Там, может, личные интересы есть, коррупционные, то есть. Может быть, национальные интересы, еще какие-то интересы, может, какие-то компроматы на крючке висят, еще чего-то, не знаю я. Но вот из-за этого вот на наших глазах идет, мы все это видим, уже 4-й год уже, идет широкомасштабное убийство украинского народа, украинского государства. И все равно вот сидят. А кто тогда Чечню вспоминал? Все надеялись, ну ладно, сейчас Чечню замочат, успокоятся. Да не успокоится, крокодил не может без мяса. Не может он травку щипать и там лежать просто так на солнышке. Ну, такая вот сущность такая, понимаете, у крокодила. Его вины в этом нет, он просто крокодил. Понимаете? И вот такая ситуация происходит. И вот нам приходится, несмотря на то, что и их касается, теперь все прекрасно понимают, что их коснется. Все, если Украина, не дай бог, падет, все. Придут следующие, страны Балтии пойдут, это железобетонно, в Польшу пойдут. Они весь свой Советский Союз будут восстанавливать. Свой этот Варшавский договор, вплоть до ГДР, вплоть до половины Германии. У них это в планах. Это прямо они об этом говорят. Просто можно верить, конечно, Путин говорит, я не буду нападать, да вы что, да никогда там и так. Только он и про Украину говорил, и про Грузию он это говорил. Так в Сирии он учения вообще делал, там он не воевал, просто учения. А там был геноцид самый настоящий в Сирии. Людей они вот сравнивали просто. Так.
2014. Ну, 14 понятно все, война-то идет, но была же надежда, он же потихонечку поедал. Он сперва Крым взял, потом чуть сколько смог там, без особого сопротивления. Луганск, Донецк там область захватил. Не, дольше не иду, тут у меня русские, потом там у нас там какие-то там заводы, фабрики советские, мы же для этого, там, третье, десятое. Чуть окрепли, пошли дальше. Вот такие вот они. Верить нельзя, веру потеряли напрочь. Что бы как ни говорили, верить нельзя. Фашисты самые настоящие. Да, в России 90% считали Чечню террористами, там народ больной. Ну, Андрей, знаешь, на самом деле там такая мощная пропаганда была. Трудно было в это не поверить даже. Я не то, чтобы россиян оправдываю, я его очень сильно критикую. Но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Трудно было в это не поверить. Понимаешь? Просто до того пропаганда была мощнейшая просто. Ну, конечно же, кто знал, тот знал. Мало таких было, ну, некоторые знали. Все будет, Ичкерия. Дима, витаю тебя, дорогой. Шалом, дорогой. С Гитлером тоже многие заигрывали. А потом Вторая мировая война. Да, вот мы к этому пришли. Вот это и есть это заигрывание. Вот мы вот все это видели. Как только они тогда Крым взяли, тогда нужно было ставить. Ну ладно, времени нет, там оружия нет, возможностей нет. Всю надо было, вот то, что сейчас меры принимаются, тогда надо всю промышленность переводить на военные рельсы и полностью защищать Украину. И сейчас нужно вводить войска в Украину надо. Ничего ждать не надо. Путин разрешит, перемирие сделает, Путин не разрешит. Кто такой Путин вообще? Он, украинские солдаты показывают, кто такой Путин и его армия. Поэтому, а вот эти все разговоры только укрепляют. Зайти, не зайти, там, разрешить, не разрешить, там, подумаем, договоримся. Ничего разговаривать не надо. Что с крокодилом разговаривать? Ему вот сковородку берешь и по носу ему шпок, и все. Украина очень надеется национально освободить движение в России, но она может пасть, не дождавшись этого движения. Нужен удар по России внутри и снаружи. Нужен антироссийский блок стран. Владимир, знаете, я не знаю, на что Украина надеется. Я понимаю, что было бы логично ей надеяться, и всем украинцам на это надеяться. Но за эти 3,5 года, а еще больше возьмем, как мне тут правильно говорили, с 2014 года даже, это же нужно исходить из этого, грубо говоря, за эти 11, больше 11 лет, я не вижу, чтобы украинские политики делали работу в этом направлении. Имитацию деятельности вижу. Не быть ослыть, так сказать, вижу. А реальной работы не вижу. А вот абсолютно я вам со всей ответственностью это заявляю. Не вижу я. Единственное, что сделала Верховная Рада, признала уже после широкомасштабного вторжения фашистской России в октябре 22 года или в сентябре, в октябре Чеченскую республику оккупированной и что над нами совершен геноцид. Вот этот шаг был, да, на государственном уровне сделал. Но какие-то силы внутри Украины не дали этому шагу реализоваться полностью. Знаете, почему нас там сами русские называют, там их разные депутаты называли таким ядерным зарядом, да, это, который запускает атомную вот эту реакцию. Потому что если бы туда приехали бы чеченцы, настоящие чеченцы, не симулякры, которых на всех каналах в Украине пропагандистских показывают, а настоящих, которые реально победили Россию, сражались с Россией, все отдали, и погибли родственники, всю свою жизнь посвятили этой борьбе. Если бы эти люди приехали бы, чеченцы бы тысячами там находились бы. И работали бы уже на то, чтобы и Кавказ поднимать, и Сибирь поднимать, там, и Татарстан поднимать. Потому что все на нас смотрели. И тогда в советское время смотрели. И вот когда вот демократическая Россия была, и сейчас бы смотрели бы.
и сейчас бы смотрели. И на зонах, когда еще в ГУЛАГах мы все сидели, на нас смотрели, как мы себя ведем, и как бы такой ориентир был у многих. К сожалению, этой работы я не вижу. К сожалению большому. Я вижу имитацию, потому что украинцам это нужно, украинцы говорят, а где? А вот смотрите. А только имитация. Вот. Поэтому нету такой полноценной работы, к большому сожалению. А ее нужно было делать еще в 2014 году. Туда приехал Иса Мунаев, наш последний генерал, который был в строю, который за демократическую Ичкерию, который от нашего легитимного, законного органа, избранного народом власти, президиума, правительства Чеченской Республики Ичкерия, начал там разворачиваться, начал там собирать вокруг себя людей. И до начала вот этого погиб, как мы знаем. Все остальные, они начали там не политики, какое-то там у них религиозное направление. Ну, короче, они не за Ичкерию. Они так вне политики, там у них халифат, там исламское государство, вот эта тема. И за это время мы вот потеряли, у нас есть там еще люди, но недостаточно, чтобы на них внимание обращать, на них поддерживать, там еще что-то. И ну, такая вот ситуация. Политически нужно поддержать наш президиум, правительство. И тогда именно перед вот этой войной убили Александра Музычка, Сашко Белого. Потому что он знал точечно чеченцев, он с ними воевал, он с ними там у нас в Ичкерии. Поэтому его тоже не просто так убили. Да? Это тоже известно. Вот это все делалось, чтобы оборвать и подать симулякры. Перед началом войны, широкомасштабной войны, я это неоднократно рассказывал, до 22 года, в 21 году, 6 августа, 6 на 7 августа 21 года, меня человек из так называемого фейкового правительства Ахмеда Закаева вербовал, склонял работу на российские спецслужбы. А я до этого тут был романтиком, всем верил, думал, если это чеченец, то он 100% наш, там, и так далее, и так далее. И в итоге я об этом публично сказал, заявление написал, все сделал. И все равно, несмотря на это, вот он там ездит, общается, там какие-то имитацию какую-то делает. Вот и все. Есть какие-то силы в Украине. И эти силы очень мощные, которые не хотят, чтобы Украина выстояла, понимаете? Хотят, чтобы это была имитация, а не реальная борьба. Правда, кровь и смерть на передовой, она реальная. Надоела уже эта война, никто не хочет помогать Украине. Ничего подобного, Эркин. Очень даже хочет. Война надоела, от войны устали, все устали. А представьте, кто на фронте, как от нее устали. Но не вижу, просто знаете, вот то, что война началась на Ближнем Востоке, вот в секторе Газа, она очень много отвлекла главные информационные ресурсы, как израильские, так и, в первую очередь, американские. У них своя проблема теперь возникла, они сейчас там завязли. И вопрос Ираном, и Россия этому способствует. Я думаю, Россия готова, уже сдает Иран, давайте мочите его. А Израилю и американцам это нужно, в любом случае этот вопрос им нужно добивать. А пока Россия его сдает, они будут отвлекаться на это. И поэтому как бы отошла на чуть-чуть в тень от эта тема. Но от нас зависит, чтобы это не отходило в тень. От нас зависит, чтобы мы обращали внимание на нашу проблему. Нас касается это. Мы же должны, каждый со своими делами занимается, правильно? Мы должны заниматься нашими делами. Падет Украина, Россия усилится. Ну и геноцид, конечно, будет украинцев страшный.
Путину и России верить себя, русским верить себя не уважать. Говорит Андрей. Музычка вбила банда министра МВД Авакова при Порошенкове. Да, Оля, совершенно верно. Совершенно верно. За этим стоит Аваков. А знаете, кто дал гражданство Невзорову, например? А вы знаете, как это сильно ударило по мне, например, когда вы дали, украинский кто-то дал гражданство Невзорову? Это просто плевок был. Просто это, знаете, как будто Соловьеву или там Скобеевой дать гражданство. Этот Антон Геращенко дал, способствовал, об этом Невзоров сам говорил. И этот помощник Авакова тот же самый. Ну вот и делайте выводы, делайте выводы. И если бы я бы не знал вот этих всех хитростей, подлостей и так далее, я очень тогда разочаровался. Просто, да не передать даже словами, как я разочаровался, когда Невзорову дали. Я понял, что мы проигрываем тогда. Информационно, закулисно мы проигрываем, когда дали ему гражданство. И вещает, рассказывает, сидит. Фейкин, кто там еще, ну много их там, которых вещают на каналах Украины. Вот так они делают свое дело. Много ли чеченцев воюют на стороне Украины? Единого командования нет, есть тысячи, 3 или 4 тысячи в разных подразделениях разные чеченцы. В самом начале у меня такая информация была. Это в разных украинских подразделениях, от теробороны до армии, там везде там есть единого такого командования, единого фронта. Никто под Закаева идти не хочет и не пойдет. Все знают, кто такой Закаев. Он полностью себя дискредитировал и сдавал нашу Ичкерию, он подписывал документы, что мы часть России. Ну вот так вот. А так 3 или 4 тысячи была информация. Некоторые погибли. И чеченцы скрывают, что они воюют, потому что им это не нужно. Как-то так. Победа Украины станет переломным моментом в истории. В России, в странах СНГ, у каждого народа появится собственное независимое государство, иншаллах. Дай Бог, Анар, дай Бог. Сашка Музичка був відомим лідером нації. Він був боєць, націоналіст Порошенко загнав Україну з Меркель, Путінську та Оланда, Минские договорники. Ну, не знаю я про Порошенко. Я знаю, что убитый Порубий был с ним в одной партии. Поэтому не знаю я ваши внутренние вот эти дела. Особо не лезу, пытаюсь не лезть, не разбираюсь особо сильно. Но Сашко был, конечно, это лидер был. Его в Украине уважали, и мы его, чеченцы, очень сильно уважали. Он наш герой нации, честь герой нации у него. Звание было, ну, награда была наша. И, например, нам, чеченцам, важно полностью прозрачное, открытое расследование по этому убийству, по этому преступлению. Аваков, там, Геращенко, там, абсолютно нам все равно, кто за этим стоит. Нам нужно знать нашего героя. Убили подло, вероломно, и нам это нужно знать. Но пока ответов нет на это. К большому сожалению. Я думаю, Геращенко работал под руководством деда Невзорова. Вполне возможно это, вполне возможно. Шевченко там орет, что уничтожить, просит Иран и Турцию, дебил. Да, Россия сама начала, ей нужно сейчас додушить Украину, душить ей нужно, убить Украину ей нужно.
Ну и нужно, чтобы вот эта война, Россия раскачивает эту войну, понимаете? Россия раскачивает. И ей любой ценой нужно, чтобы Турция ввязалась, там арабский мир, Иран, все ввязались, все начали воевать. Главное, чтобы ее забыли, Россию, и ей не мешали уничтожать Украину. Но даже если Америка вступит в эту войну и отвлечется на Иран, там, на Турцию, там есть Израилем, не сомневаюсь, что с Турцией, но не знаю, какие-то странные события здесь происходят. Вот удар по Катару, то, что произошел, это тоже, как это, арабы начали собираться, тоже начали что-то обсуждать там и так далее. Если вот это реально сейчас, вот эта каша, которая сейчас накручивает, если она накрутится и поднимется, то в любом случае Европе выгодно стоять на стороне Украины и держаться, поддерживать Украину до конца. Потому что если Россия победит или захватит Украину, то в таком случае это катастрофа для Европы. Катастрофа. Да, Путин скажет, не буду трогать. Может, 10 лет 10 или 5 не будет трогать. Подготовить новых солдат и пойдет. Это 100%. Да и останавливаться он не будет. Пятая колонна КГБ в Украине есть. Есть, мысли. В этом нет ни малейшего сомнения. Невзоров осознал, что болел русизмом. Так и сказал, что переболел этой чумой. Да-да, переболел. Ничего он не переболел. Если он переболел бы, этот ублюдок, рожденный от деда, матери своей, не рассказывал бы о том и не пытался бы опорочить Дудаева даже сейчас, если он бы реально переболел бы. Ничего он не переболел. Это просто аморальная, циничная сволочь, которая ждет скамья подсудимых. Я не считаю Невзорова переобувшимся. Я считаю, Невзоров это враг Украины. Враг всех свободных людей, и который это волк в овечьем, волком не назовешь ее, это змея в овечьей шкуре. Я думаю, чеченцам вообще нельзя воевать, надо спасать генофонд. Да, мы фактически на истреблении находимся. Нас там отправляют на войну, нам туда сейчас завозят этих функционеров, разных координаторов, вербовщиков, лидеров вот этих Хамас, которые начали войну, свой народ подбросили под бомбы, и сейчас их вывозят, им дома строят, вывозят, что они теперь на Кавказе это будут нам там устраивать. Да, мы находимся практически на грани исчезновения. Сашко бил и говорил, что ему предлагали деньги, они не купили его, значит, говорил, Сашко его убьют либо деньги, либо пуля. На него устроили охоту, аваковские псы убили. Да, к сожалению, да. Зачем Путину нападать на Запад? А зачем было нападать на Ичкерию? Зачем было нападать на Грузию? Зачем было нападать на Украину? Зачем нужно было бомбить, уничтожать Сирию? Зачем? Потому что сатана, потому что людоед, понимаешь? Потому что по-другому не может. Зачем? Почему вы мне задаете вопрос? Вы нападаете, вы убиваете. Вы мне, зачем Путин? Да мне плевать, зачем он это делает. Он это делает.
Понимаете? Такие вы умные, зачем? Да еще, я не понимаю. Либо вы тролли абсолютно, либо вы просто, не понимаю, откуда вы взялись такие. Что за разговор? Вот такие вот дела. Ну, Украина бьет фашню. Украинцы хорошо воевали в составе царского войска при завоевании Кавказа, говорит Омансек. Украинцы, как и чеченцы, хорошие воины. И да, украинцы принимали в войнах царской России и советской России, как и чеченцы, участие. Но сейчас речь идет не о том, что раньше было, а сейчас идет о том, что чеченцев гонят. И ты, наверное, из тех, кого гонят, или тех, которых посылают, и ты таким образом оправдываешь свою агрессию. Тебе говорят, ну как, тебе что сделали свободные украинцы? Они тебя что, на тебя нападают, они тебе жить не дают. И тебя посылают, или твоих родственников посылают, и ты зарабатываешь на этом, и вместо того, чтобы не идти туда, не зарабатывать, да, или тебе не дают не идти, ты начинаешь вот писать то, что участвовали. Ну, каждый ищет себе оправдание в этом. В конце концов, добро всегда побеждает, злой Кавказ будет свободным, как и Украина. Слава героям! Дай Бог, дай Бог. Мы сегодня хорошо спелись. Мы еще не хорошо спелись, как мы вот споемся, ты даже не представляешь. Украины наши братья. Сейчас я вам дам послушать Дудаева. Ни Ельцин, ни Черномырдин не управляют и не контролируют ситуацию, и в особенности партию войны в виде Совета Безопасности, который вышел из подчинения и президента, и главы правительства. Партия войны, которая чувствует, что совершила тягчайшие преступления, и чтобы уйти из-под ответственности, еще больше нагнетает обстановку, и, находясь у власти, пытаются совершить более тяжкие преступления. В день, когда было назначено проведение переговоров о начале развода войск, 18 января 1995 года по городу Грозному нанесена дальней авиацией авиационный удар с применением бомб 3, 6, 9 тонн. По своей разрушительной силе, по своей мощности, уравнивающейся с боевым зарядом малой мощности ядерного оружия. Танки и нелюди растоптали живую плоть. Бандитская группировка, вышедшая на эшелоны высшей власти в виде партии войны, пытается совершить более тяжкое преступление. Применив превентивно наземными средствами тактическое или оперативно-тактическое ядерное оружие, окружив
это кольцо и не допуская никого из представителей иностранных государств, Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, СБСЕ и других организаций, превентивным ударом привести ситуацию в неуправляемое положение и развязать руки на применение массового ядерного оружия по всему миру. Никогда в истории человечества опасность применения ядерного оружия не становилась столь явной угрозой, как сегодня. Вот такая вот речь. Россия падет, когда взойдет украинское солнце. Да, Украина еще схлестнется с Россией, будет бойня в Крыму. Да. Джим Керри. ЗСУ официально закрывает убыточную, нерентабельную бензоколонку под названием «Россия». Да, это да. По-моему, там один, остался в европейской части завод, который еще не разбомбили. Еще всего один остался. Валейксалам, Джим Керри. Один заводик еще остался. Надо добивать, надо добивать. Так. Откуда так много? Сейчас по порядку. Украинцы хоть и воевали завоевание Кавказа, но они воевали в составе имперской Русни. Вот это и есть основная причина, почему Россия должна разделена на части. Воевали бы башкиры, татары, буряты, другие малочисленные народы в составе имперской Русни против Украины, против соседнего народа, если бы они не были в составе этой Русни, да, Кавказе, на Албании. Да, это провокатор специально заходит и такие вещи говорит. Видит, что мы их налаживаем контакт, вы спелись, видишь, он проговаривается, вы спелись. Им это самое страшное, чтобы мы не спелись, чтобы у нас конфликт был, вот что им нужно. Откуда так много сторонников Кадырова в Чечне? Ответьте, пожалуйста. Что значит сторонников Кадырова в Чечне? Что вы имеете в виду? У вас есть объективная информация по этому, статистические данные по этому поводу, что его сторонники есть? Как вы считаете, сколько будет сторонников у начальника или смотрящего за хатой в концлагере? За бараком смотрящего.
Сколько у него там будет сторонников? Потому что все, кто против, если на него косо посмотрят, и он сам уничтожит, либо администрация скажет, их уничтожит. Чеченский народ в заложниках. Вот только что это писал, говорит, чеченскому народу нужно генофонд сохранить, выжить нужно. Вы понимаете, мы на грани истребления, на грани исчезновения уже находимся. Наш народ всем миром просто оставлен один на один в одной клетке с людоедом оставлен. И вот мы выживаем. И эти люди, я здесь сижу, я человек, который постоянно критикует их. Я говорю, кричите, говорите, Ахмад, Силас, кричите, что хотите, делайте, не дайте свои мысли им узнать, чтобы они вас уничтожили. Вы должны сохраниться, я их призываю в этом. Треть нашего народа уничтожена, более 2,5, более 20% уничтожено. Треть и даже больше здесь в Европе находится. По некоторым данным, здесь еще приезжают, каждый день приезжают люди, находятся, спасаются, так сказать, голосуют ногами. Нету там. И плюс пропаганда, конечно, плюс деньги баснословные. Вот у нас здесь в Германии сейчас тоже один деятель появился, то же самое. Они таким образом дурят, обманывают деньгами, нищенствуют, в тяжелом положении находятся люди. И потихонечку там косточку подкидывают, и молодежь завлекают. И он думает, ну что я буду на стройке пахать, или там буду без денег сидеть, пойду-ка я к ним подработаю. И вот так потихонечку втягивают. Ну и пропаганда идет. А так на самом деле кадыровцев даже не так уж и много. Пророссийских больше, чем кадыровцев. Потому что внутри нашей оккупированной страны есть как клан Кадырова, ФСБшный клан Кадырова, агент ФСБ Кадыров, и у него есть. А есть другие кланы ФСБ. Есть военные кланы, которые принадлежат. Понимаете? Они все от кормушки отодвинуты. Кадыров с ними поступил, как они этого заслуживали на самом деле. Он их отогнал от всех, все вот эти финансовые потоки прибрал к себе и никого не подпускает. А это старые такие, матерые, пророссийские агенты. Они на Кадырова обижаются и ругают его. Понимаешь? Вот такая вот работа там, такая каша идет. Поэтому не то, что там какой-то Кадыров. Вот BBC выпустила какое-то видео, борьба престолов, что ли, как-то я там комментарии писал. Ну, позорище просто. Ну, BBC на русском, ну вы что, вообще издеваетесь над нами, что ли? Какая борьба престолов? Какое дворянство, там, какие-то это... Вы определитесь, Британия, BBC, определитесь, мы часть России или все-таки мы независимое государство, независимое королевство мы какое-то? Вы определитесь, а то ваши вот эти двойные стандарты, как после взрывов домов в 99-м, когда Тони Блэр там с Путиным в десна целовался на разном этом концерте, когда он приезжал в Санкт-Петербург, назначал или одобрял кандидатуру Путина. Вы что-то не заметили, когда нас уничтожали. Мы и исламисты были, и каратисты были, и все такие мы были. А теперь получается... Мы какая-то борьба престолов какая-то. Кадыров это управляющий, абсолютно управляемая фигура Кремлем. И у ФСБ по Чеченской Республике. Дмитрий Кечкин, соорганизатор теракта в Бостоне в 2013 году. Где братья Цернаевы были обработаны, старший брат Цернаев Тамерлан был обработан и использован для этого теракта. И пишут какие-то там борьба престолов, там, да, конечно, он свою всю эту родственную, вот эту всю братью подтянул и поставил на должности. А больше он никому не доверяет, только своим. И вот один клан Кадырова против других кланов. Все остальные ходят, боятся и огрызаются, облизываются его миллиардами. И им нужен народ, чеченский народ, чтобы свергнуть Кадырова. И вот нас постоянно подбивают. Давайте, мы против Кадырова. Мы не только против такого. Кадыров это марионетка, он никто. Есть Россия, ФСБ есть, Кремль есть. Вот враг. Вот кто нас убивал на протяжении 3 веков. Вот кто оккупировал нашу страну.
А Кадыров это марионетка. Таких марионеток у России вагон и маленькая тележка. А нам рассказывают, надо Кадырова, враги Кадырова. В Украине там якобы кто, бойцы там какие-то, Кадырова флаг сжигают. Что это такое? Это куда это годится? И вот занимается вот такой вот ересью на BBC. Просто позорище. Позорище самое настоящее. Хватит? Хватит. Либо определитесь, признайте нас независимым суверенным государством и говорите, вот вы теперь подчиняетесь России, у вас какое царство. Хотят нас так унизить, оскорбить нас хотят. У нас никогда не было дворян, никогда не было сословий. Мы свободное общество, демократическое общество. Но нам хотят представить, что мы какие-то там только-только до монархии доросли. Нет, это в Британии монархия есть. Там может борьба престолов. У нас нет никакой борьбы престолов. У нас есть оккупированная страна, народ в заложниках, постгеноцидный народ, развеянный по всему миру, в частности в Европе. И вот оккупированная часть народа, и над ними поставлен российский гауляйтер, который зачистил все свое окружение, других кланы отодвинул, они бедные, не могут миллиарды иметь, как он. Ну вот такая вот тема. Вот такая вот тема. Ну, пишут разное, пытаются нас всячески принизить, унизить, оскорбить. Ну, ничего, все видим, все фиксируем. Так, что-то мало бомбят, говорит Баланетка. Они восстанавливают, бьют только дронами. А ракеты, якобы, которые украинцы сделали, что-то не применяют. Кроты не дали добро. Нужно еще и кротов. Ясно, Баланетка. Да, более 250, если опираться на информацию нашего президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, от миллиона более 250 тысяч убито. Да, Кавказе, Албания. Это Тумсу Абдурахману, это агент российских спецслужб, который внедрен сюда, которого мы разоблачили. Я лично его разоблачал неоднократно. И на него покушение якобы делалось, на его брата делались покушения. Это такой хороший, ценный у них кадр. Они его сюда, в Европу, его раскручивал Даудов, Магомед или Тимур Даудов, вот этот, который сейчас на место Кадырова, они хотели бы, чтобы он пришел, но по всей видимости Кадыров и не умирает, и вроде он родственников своих подтягивает, а решает, кто непосредственно будет, это будет решает Путин, кто непосредственно там это место займет. Путин, Кадыров лоялен лично Путину, Магомед Даудов лоялен, как говорят, Патрушеву, Николаю Патрушеву, и Тумсо раскручивал именно Магомед Даудов, он ему звонил, кровную месть объявлял, ну и все. Теперь он дальше уже раскручивает. Здесь в Германии есть там брат одного убийцы, который здесь сюда перебрался, его сейчас они раскручивают, и в партию АФД ходят. Ну, короче говоря, все, что могут, пытаются сделать, пытаются как-то легализоваться, пытаются как-то повлиять. И да, их враг это Кадыров, только лишь Кадыров. Им мерещатся миллиарды Кадырова, им мерещится власть, которая у Кадырова есть. И они, ну, как бы обижаются на Россию, что, ну, служат, до конца служат, потому что деваться некуда, рабы есть рабы, что им хотелось бы за место Кадырова быть, но вот пока Путин не дает это добро им. А так это та же консерва, только вид сбоку. И для них главный враг Кадыров, да, это да.
И никогда вы от них слово Ичкерия не услышите. Там еле-еле они могут выдавить это слово. А так у них там что угодно, только не Ичкерия. Они забыть хотят это слово. Ичкерия это для них такой кошмарный он. Но если нужно, скажут они. А так это все, это агентура, которая работает здесь. И они бабки зарабатывают, им бабки присылают, они делают какие-то результаты, дурят людей, обманывают людей. Например, брат вот этого Тумсо здесь в Германии проживает. Это ничто, чтобы их про имена даже произносить. Но нужно, чтобы люди знали. Я вынужден, как человек-блогер, который занимаюсь просвещением людей, я вынужден. Не то, что они что-то из себя представляют. Это мусор просто. Это фигня из-под ногтей ГБшной. Понимаете? И к ним так именно их хозяева из ФСБ относятся. Но я вынужден просто их имена произносить, потому чтобы вот эта вся вам тоже было известно, кто они такие. Например, когда убили Зелимхана Хангашвили, вот этот Мухаммед Абдурахманов, его брат родной, или по матери родной, отцы разные, не знаю. И он приезжали в Берлин, мы должны были сделать митинг перед прокуратурой, приезжали туда в Берлин и провоцировали конфликт, чтобы произошел конфликт. Сами они в драку не влезают, это нужно было молодежь бородатых, они там подтянули, они еще тогда под бородатых косили. Сейчас тоже, правда, косят, но уже они их разоблачили, все знают, кто они такие. И вот такой вот ерундой занимались. Не получилось у них тогда спровоцировать. Затем сделали якобы покушение. 2 раза на этого старшего брата сделали, здесь в Германии проживающего вот этого младшего брата. Якобы сделали покушение. И фактически все делают, чтобы в рамках закона им предоставили политическое убежище. Немцы знают, потому что вот я открыто об этом говорю, постоянно рассказываю об этом. И немецкие спецслужбы хорошо работают. И они вроде бы сейчас позитива не лишили его, но пока еще и документы не выдали. Вот в таком подвешенном состоянии держат его, потому что представляет угрозу. Но плюс они еще сдают так называемых ваххабитов. Они сами под видом внешности по ваххабитам. И они находят какого-то бедолагу. Здесь нет никаких ваххабитов на самом деле. Здесь есть люди, которые вот исповедуют вот этот салафизм. Они берут вот эту молодежь какую-нибудь, выдергивают оттуда, напичкают их сами этой пропагандой, а потом сдают. То есть своим русским кураторам туда сдают. А русские кураторы уже здесь по борьбе с терроризмом выявляют и говорят, вот поступила информация, там радикал представляет угрозу, у нас есть записи, там он, смотрите, там на Израиль говорит, на Германию говорит, на Америку что-то говорит. И тогда немецкие власти смотрят, говорят, да, а тот офицер, который им дает эту информацию, тоже звание получает. А тот русский офицер, который ему дает информацию, он говорит, это мои люди, не трогайте, мы через них там получаем информацию. Их пока держат. И таких много здесь, вот этих стукачей, агентов. В Германии боятся этого исламского терроризма. Но по факту это они и создают этот. Архитекторы вот этого исламистского этого терроризма являются вот сами российские спецслужбы. И сейчас появился новый такой деятель. Его брат убил человека в 2009 году, соучастник убийства в 2009, получил 19 лет в Вене. Сейчас сюда перебрался, сменил имя, фамилию на немецкий лад и вступил в партию АФД. И тоже он за мусульман, там, за чеченцев. Правда, АФД и против мусульман, и против мигрантов, в том числе чеченцев. Но это его не смущает. И Тумсо начинает его раскручивать. У того, Инстаграм, накрученный 470 тысяч подписчиков. У этого 470 тысяч подписчиков, видно, купленный, накрученный. И какой-то ему там домик выделили, аренду дали или еще чего-то. И вот он туда хочет собрать чеченцев молодых. И Тумсо его раскручивает, этот ему отвечает, и под видом якобы какой-то агрессии друг против друга, они одновременно начинают раскачивать эту ситуацию.
Этот говорит, я не связан с теми, кто в Чечне находится. Я чеченец настоящий, я не связан с Кадыровыми, он имеет в виду участие в убийстве по заказу вот оттуда из Чечни. Российских спецслужб, конечно же, но тоже это все одно и то же. Но он с ними не связан. И говорит, я за какие-то чеченские традиции. А по чеченским традициям, если твой брат убил невинного человека или был соучастником убийства этого человека, то тебе нельзя быть публичным человеком. Ты должен быть виноватым, ты должен спрятаться там, и так больше на людях не показываться. А тут такие разговоры, я тут это, я людям помогаю, чеченцам. Я знаю, кто здесь людям помогает. Я этого человека здесь в первый раз вижу. Вот сейчас они его раскручивают. Но под видом вроде вражды у них. Как бы ты за Кадырова, я не за Кадырова. Как не за Кадырова, если твой брат убивает людей, похитить они пытались, а потом его убили. И 19 лет получил в 2009 году. В 28-м либо выходит, либо условно-досрочно уже может выходит. И они сейчас выводят этого младшего брата. Тот уже тоже с именем, уже доказан, не сдал Кадырова. Они никого не сдали, там сели, получили там 19, 16 лет, там 40 получили. И вот сейчас идет процесс. И это все делается для того, чтобы использовать чеченцев как торпед, завлечь разные здесь криминальные элементы, молодежь, которая хотела бы легких денег срубить там и так далее. Их сейчас подтянут туда, АФД туда под видом защиты ислама. Ну, бред, короче, собой. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то пойдет, потому что, ну, больше кретинов уже не осталось. Я думаю, что таких разводок уже, наверное, никто не попадется. Но исключать ничего нельзя. Раз работу начали, значит, будут они эту ситуацию раскачивать. Это говорит о том, что в Ганновере АФД, партии, который находится, вот этот деятель, это является, там молодежное крыло АФД, оно признано экстремистским, находится под наблюдением Фарфацум Шуц, защита конституционного строя, ну, местная спецслужба, немецкая спецслужба. И они, видимо, будут сейчас делать какие-то, ну, что-то будет, там, бабки будут выделяться и так далее. И если это сейчас не пресечь на корню, это может иметь последствия, потому что потом это будет какие-то там теракты, потом это будут, ну, торпеды нужны. Сами они не участвуют. Вот когда убийство Зелимхана Хангашвили было и в Берлине, и тогда мы проводили там акцию перед прокуратурой, тогда этот брат этого Тумсо, он сам ничего не делал. Он трясся там, когда один находился. Потом они стянули всю свою кодлу, и были полезные идиоты, которых они туда подтянули. Там была половина их своих людей, и были половина, которые они там клич дали, что там Аслан избивает брата Тумсо там, и так далее. Что абсолютно не соответствовало никакой правде и действительности. И им нужно было стравить. И благодаря тому, что там люди, которые пришли, они меня тоже видели, знали и были адекватными, у нас конфликта не получилось. Но сами они не идут на конфликт. Нужен кто-то, кто сделает конфликт, ножом пырнет, ударит, там, ну, чтобы драка началась, выстрелит. И он залетит, он сядет. А эти не должны пострадать. Это у них там строгое правило. Там они сами жертвовать с собой не будут. Им нужны полезные идиоты, которых они подкидывают. И вот сейчас в Ганновере АФД создают гнездо, где будут набирать полезных идиотов, торпед. И под этим видом Тумсо сейчас раскручивает вот этого Мурата Дадаева, которого сейчас зовут Ноха Крегер, который назвался. Это брат Сулеймана Дадаева, который был соучастником убийства в 2009 году в Вене Умара Исраилова, бывшего чеченского там воина, попавшего в плен, потом ставший там в окружении Кадырова находился, видел все эти пытки и бежал на Запад. И вот они его в Австрии убили, хотели похитить, убили 3 пособников
соучастников убийства задержаны, а непосредственно киллер добежал до посольства, они все добежали до посольства, но Богатырев, киллер, он заскочил в российское посольство, а этих троих не пустили. И сказали, пошли к черту. Российское посольство не приняли. Тот, видимо, офицер, ГРУ там или военный, непосредственный исполнитель убийства. А этих троих оставили. Того перевезли, сейчас там в Чечне где-то находится, а эти трое получили большие сроки. И непосредственно вот этого брат Кригера, Мурата Дадаева, Сулейман Дадаев, он отбывает 19-летний срок в Вене. Либо сейчас УДО выходит он, раз уже началась суета, и либо через 3 года, в 28 году он уходит, да, уже должен выйти на свободу. И это все делается в тот момент, когда здесь АФД там объявляется экстремистской и так далее, и все от АФД отнекиваются. И чеченцы, которые плохо знают немецкий язык, не знают всех вот этих хитросплетений, которые, ну там, ну, как это обычно бывает, 20 человек. Бывают агенты, которые знают, что они агенты. И 1-2 человека из них бывают какие-нибудь простые чеченцы, которые верят словам, они их там на уши приседают, им там ногчи, там мужество, достоинство. И это, ну, у чеченцев это легко вот на это подбить, короче, к сожалению, особенно молодых. Ты там крутой, сильный, ты сможешь там, ну и где-нибудь там какие-то копейку дают заработать. Где-то там с ним проехался, на разборке поехал, там, может, с кем-то подрался, может, какой-то криминал сделал, машину подгонят, там, это, третье, десятое. А потом говорят, иди там, и еще на религиозной теме это все вместе сочетается. Все, если что, умрем там, шахидами станем, в рай попадем. Ну, короче, каша полная. Я думаю, уже не должно остаться таких людей. Но раз они запустили эту тему, как будто друг с другом ссорятся, и идет пиар такой, раскрутка идет. Большая такая раскрутка идет. И думаю, что готовятся. И им нужны сейчас вот, детонаторы, запал им нужен. Вот эта атомная реакция, цепочка нужна, чтобы кого кем-то пожертвовать, кто-то сядет в тюрьму, погибнет, там совершит какую-то там мощную такую вещь. И вот потом скажут, о, чеченцы АФД, чеченцы там это, убили там какого-то политика, сделали это, сделали то. Ну вот к чему-то готовятся. И это нужно пресекать на корню сейчас. У меня написан текст есть, я его сейчас не публиковал, я просто сейчас экспромтом сейчас выдаю всю информацию, которая у меня есть. Но у меня много, сейчас я уже собрал информацию по этому поводу. Это все нужно опубликовать. Это все нужно, я буду открыто это публиковать, открыто записывать видео и выявлять эту всю ГБшную тут агентуру, которая тут пытается снова обманывать чеченцев. Хватит, нас здесь обманывать не надо. Давайте к себе туда, на родину и свою русню, и там давайте. Будете там заниматься. На нас вы деньги здесь больше не заработаете. Да? Сначала этот Тузик попросил убежище в Грузии. Потом говорят, что он переехал в Абхазию и провел там подозрительные встречи. Короче говоря, его выслали из Грузии. Да, была такая, Андрей, информация, что он встречался с российским офицером, генералом каким-то там в Абхазии. И это грузинские спецслужбы засекли. Его тут депортировали. Он оттуда мне звонил, писал, помоги мне раскрутиться, там, привлечь внимание к моей проблеме. Я писал о нем, там, говорил. Ну, думал, реально бежит из Чечни, ему там угрожает опасность. А это обученный, подготовленный блогер специальный, цеховик, так сказать, который работал в ГУП электросвязи в самое геноцидное для чеченского народа время и занимался прослушкой телефонных разговоров и переводом их с чеченского на русский. Он был заместителем в ГУП электросвязь, там есть такая прослушивающая тема. И такая, ну, короче, такой... Вот такие вот вещи.
О Чимаеве я уже говорил, Андро Карателли. Это инструмент, который использует. Просто это человек, он сам говорит, я деньги зарабатываю. Ему плевать, что с чеченским народом будет, что будет. Он бабки зарабатывает. Ему абсолютно наплевать на чеченский народ. Мне очень жаль его. Ну и у него поклонников среди чеченцев нет. Любой, кто его поддерживает, среди чеченцев автоматически теряет уважение. Тот, кто его поддерживает. Но он бабки себе зарабатывает. Так. Я думаю, обработка этих молодых людей идет не без участия германских спецслужб. Этим образом они избавляются от потенциальных террористов. Это практика во всех странах. Но я скажу, всех кретинов пустили в расход. Но знаешь, Кавказиан, Албания, если это так, это преступление. Это провокация преступления, провокация к террористическому акту или к террористической деятельности. И это нельзя так делать. Понимаешь? А я не думаю, что немцы в этом участвуют. Немцы, когда получают информацию, да, поэтому они работают. И не церемонятся, если честно, и правильно делают. Но чтобы вот их подготавливать, делать, этим они нельзя. Они контролируют, наблюдают за ними, и чтобы они там шаг вправо, шаг влево, там угрозу, чтобы не представляли. Но нужно, наверное, по-другому как-то действовать. Ну ладно, на этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Все будет Ичкерия, слава Украине. God bless the United States of America and Germany. Адикер Маш, всего самого хорошего. До свидания, друзья.